И снова здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире канала «Аспекты Башкортостан». На очереди программа «Аспекты мнений». Меня зовут Руслан Валеев, и я с удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью, активистку, журналистку Айгуль Леон. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня вам. Доброй ночи нам. Да, время очень разное на нашей любимой планете Земля, поэтому состыковаться бывает непросто, но мы это сделали. И рады приветствовать зрителей в Башкортостане, где сейчас 10 часов утра. Кстати говоря, чат у нас работает как всегда, поэтому, друзья, присоединяйтесь к разговору с помощью своих вопросов, реплик, комментариев по поводу того, что вы слышите или не слышите, но хотели бы услышать. Мы сегодня знакомимся, впервые выходим в эфир, и буквально сразу, вот мы только переписывались, да, то есть общаться нам не приходилось, поэтому начинаем из огня, да, в полымя. Знаете, начну с той подсказки, скажем, которую вы мне прислали вчера вечером, точнее намекнули. Есть такой телеграм-канал государственной пропаганды, «Системный пестицид» называется, где разоблачают, значит, всякого рода врагов народа, как они считают. И вас там, оказывается, тоже упоминают. И вот буквально упомянули вчера. И пишут тут буквально чуть ли не о ЛГБТ-пропаганде, которую под влиянием Запада вы, значит, транслируете на Россию, на Башкортостан в частности. С чем связано внимание к вам, к вашей персоне со стороны вот этих вот персонажей, как вы считаете? Ну, если быть откровенным, я призналась еще года 2-3 назад, что у меня сын, он гей открытый, и так как я всегда борюсь за права любого человека, любого плана, я считаю, что права ЛГБТ не имеет права нарушать никто, поэтому я как бы занимаюсь тем, что призналась для себя важным — это права человека, неважно какого, любого. Угу. Да, я И понимаю. надо учитывать то, что когда мы говорим про нарушение прав человека ЛГБТ, людей, да, мы говорим, что вот они такие-сякие, они не имеют права существовать. Но, насколько мы знаем по опыту, по истории, если мы нарушаем права одну группу людей, впоследствии мы будем нарушать и другую группу. Это не важно. Вот сегодня вот ЛГБТ будем нарушать права, завтра будем нарушать права, например, мусульман, или наоборот, там какое-то время нарушали права мусульман, теперь можно нарушать права ЛГБТ, потом можно нарушать права башкир, вместе взятых группой, не так встали, не так защитили, не так сказали, не так посмотрели в конце концов. Поэтому я считаю, что права любого человека должны быть соблюдены. Да, я надеюсь, нашим зрителям не нужно объяснять важность этого принципа. Дело в том, что список можно продолжать. ЛГБТ, башкиры, а завтра филателисты, а послезавтра учителя. Неважно, по какому принципу можно людей объединять, а дальше дискриминировать. Я думаю, что здесь должно быть все ясно. Знаете, Это верно. Несколько слов хотелось бы о предыстории. Возможно, не все наши зрители, я в том числе, да, скажем так, знакомы с вашей биографией. Вот каким образом вы пришли к той деятельности, к той роли, скажем так, которую сегодня вы транслируете? Ведь не первый год вы живете за границей, в Соединенных Штатах Америки, в частности. С чего все началось, как говорится? Я считаю, что началось еще с деревенской школы, началось еще с школы-интерната, где я была воспитанницей, благополучно закончила, потом Скажите, школа-интернат. в каком районе, собственно, выросли, о какой школе-интернате идет речь? Я родилась и выросла в Миякинском районе, и 9, 10, 11 классы я училась в школе-интернат номер 1. Это башкирская гимназия номер 1, да. И оттуда, мне кажется, идет, потому что 15 лет, почти 16 лет назад я переехала в Лос-Анджелес. И даже чуть раньше я же училась и работала в Казани, и я могу сказать, что именно школа националистов я прошла именно в Казани. Там как раз-таки возникла
то чувство, то я не люблю слово там гордиться за нацию, да, гордиться за свой народ. Нет, я не могу сказать, что я горжусь, что я башкирка. Это получается, что у меня других достоинств нету или другого чего-то нету, чтобы гордиться. Поэтому получается, да, я националистка, я не скрываю этого. Может быть, я стала националисткой как раз-таки, когда уехала из Уфы, когда покинула Башкортостан. 17 лет жизни в Казани, вот уже 16 почти лет в Лос-Анджелесе. Мне кажется, патриотичнее и националистичнее, чем я, может, народу мало. Начиналось все тогда, когда вот как раз в школьные годы ехали с площади Салавата Юлаева в сторону интерната нашего. В автобусе услышала впервые маленькую девочку, которая разговаривала со своей бабушкой на башкирском языке. Тогда я сама 15, 16, 17-летняя девочка, я не помню уже год какой, подумала, ох, как это красиво, как это хорошо, как это здорово, что с ребенком можно разговаривать на своем языке. И тогда у меня в мыслях осталось, что я должна непременно разговаривать со своими детьми на своем родном языке. И когда у меня родился сын, я с ним разговаривала на башкирском, но он родился в Уфе, потом в школе, в садике, в школе был, в 1 класс закончил в Казани. И вот с 5 лет он здесь, в Америке. Мы не перестаем разговаривать на башкирском языке. Потом у меня дочь родилась в Америке, да, отец у нее американец. И то же самое я как бы продолжаю. У нас дома никто не разговаривает ни на русском, ни на английском. Там, да, друзьями Мириам может разговаривать на английском, но она в самом младенчестве, когда она испытывала границы по отношению ко мне, к отцу, дети же они испытывают границы, что дозволено, да, она пыталась со мной разговаривать по-английски, там, на мои вопросы на башкирском пыталась отвечать, но надо настаивать, я не поняла, но у меня всегда был ответ, извини, не знаю английского, давай, попробуем на башкирском. И таким образом как-то настаивала на этом. И теперь наш дом — это сугубо башкирский дом, башкирская культура, башкирский язык, башкирская еда. По-другому нет. И поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, я куда-то далеко ушла, извините. Это прекрасная была ремарка. Поэтому там вопрос не стоял. Вопрос, если у вас интерес к тому, что каким образом я попала в националистическое движение к Руслану Габасову, это вопрос был такой, что с самого начала войны, в первые же дни я осознавала, во что это может превратиться, во что наши народы превратятся из-за начала этой войны, потому что это несправедливая война. Изначально я была как бы против вот этой войны, против России, против агрессии России против Украины. Поэтому там вопрос не стоял. Я как бы свою позицию сразу показала. А дальше до меня начало доходить, что пока мы не освободимся от русских оков, от Российской империи, мы не сможем перестать воевать против соседних народов, как колонизованные народы. Я не могу слушать в данное время башкирские песни, которые были созданы во время войн бесконечных, либо после войн, либо как вот «Любезники, Любезар», да, «Молодец, молодец», там, про японскую войну, «Порт-Артур». Я не могу их слушать, потому что я понимаю, что, начиная войну против соседних народов, наши народы, русские начинали войну против соседних народов, именно орудуясь нами. Они как бы вперед наши народы отправляли, наши гибли, оставались несколько человек, которые потом с песнями возвращались и пели эти песни. Осознавая вот это, я бешусь, потому что я бессильна. И самое страшное, Шаймуратов «Генерал» песня, да, мы гордились, когда пели эти песни. Ель-Ерянем, которые посвящены к Второй мировой войне. Но теперь у меня идет отторжение даже к этим песням. Потому что эти песни
были испачканы, ну, обмазаны украинской кровью. Сейчас, да. В несправедливой войне они участвовали, как и наши башкирские мужчины, так и наши песни, так и наш флаг, так и наше все, вот Курай в том числе. Поэтому я вполне осознавала, что нам нужно отделяться, нам нужно идти к независимости. Без этого мы не перестанем воевать с соседними народами. И когда пришло письмо, сообщение по мессенджеру от Руслана Габасова, поддерживаю ли я идею независимости, конечно, я поддерживаю идею независимости. Я боялась об этом говорить еще в те годы, когда татары боролись, да, продолжали бороться, вот башкиры уже успокоились, а в Казани еще какая-то движуха, как говорит Путин, была вот за независимость после выигранного референдума, да, где большинство голосовало за независимость от России. Была еще какая-то идея. С тех пор она у меня есть. Я думала, почему у нас не проводили эти референдумы, почему мы не голосовали. Хотя нет, конечно, стопроцентной уверенности, что в Башкортостане получилось бы выиграть этот референдум с большинством голосов. Поэтому, когда Руслан предложил, я непременно согласилась, потому что наши идеи и против войны, и за независимость Башкортостана совпали. Угу. Сейчас поподробнее разберемся в некоторых деталях из того, что вы сказали, а сказано действительно много важного. Ну, мы как российская СМИ до сих пор должны упомянуть, что многие упомянутые нами персонажи, они либо иностранные агенты, либо в списке террористов и экстремистов, либо и то, и другое. Поэтому заранее всех предупреждаем. Имейте в виду, особенно слабонервных, просьба, как говорится, не беспокоиться. Вот. И организации, которые здесь прозвучали уже и прозвучат, и люди отдельно, я тут подчеркиваю, да, все это дело нужно понимать. Сейчас у вас есть статус некий, да, формальный, вот в Башнацдвижением за рубежом, правильно я понимаю? Да. Как он называется официально? Комитет Башкирского национального движения. А вы кто в нем? Да. Что? Ваша роль, ваша, собственно, роль. Моя роль, я как журналист и как немногие знают башкирский язык, литературный башкирский язык, и как журналист я занимаюсь переводами, озвучиванием текстов. Я, скорее всего, рупор этого движения. И вы же понимаете, да, не все могут открыть лицо, не все могут в открытую бороться с сегодняшними властями. А я то, что сделала, то сделано. Грубо говоря. Сегодня утром тоже с сестрой разговаривали, она очень переживает, что могут власти сегодняшние сделать что-то плохое, поэтому она очень переживает. Я с другими своими родственниками не разговариваю, не общаюсь, потому что мы не совпали ни в единой идее там, получается. А с сестрой общаемся, потому что она ухаживает за мамой, маме 88 исполнилось. И каждый день она мне отправляет, вот как у мамы здоровье, что она ела, что она сказала, что они говорили. Вот такие вещи, как бы чисто семейные разговоры наши. Да, я понимаю. Ну вот начнем с этого, да, или как продолжим. Находясь за границей, как говорится, легко высказываться. Вот. И идеи разные предлагать, и критиковать. И я думаю, что для нас и ни для кого это не секрет. Насколько вот эти идеи еще вчера очень неожиданные для многих, кто-то скажет даже маргинальные, насколько эти идеи могут вообще находить поддержку среди тех людей, кто продолжает жить, существовать, работать в Башкортостане внутри и в тех условиях, в которых сейчас люди оказались. То есть я к чему клоню? Вы не чувствуете, что на разных планетах буквально находится, скажем так, ваша идея, ваша деятельность в целом, и те люди, которые там внутри живут, на которых эта идея, в принципе, должна быть рассчитана? Я не думаю, что мы говорим в пустоту. Я это
Я это поняла, когда начала получать сообщения от молодых людей или не совсем молодых людей, которые писали в личку по разным соцсетям благодаря, что я делаю и что я говорю. Поэтому я не могу сказать, что там все поддерживают войну, все поддерживают Путина, все поддерживают русскую общину. Нет. Еще по-разному бывает. Я еще много получала письма в первые годы, когда я начала выступать, например, про ЛГБТ тоже, да будь он неладным, да, когда я написала, что я поддерживаю. Много писем получала, что там типа «ты больше не дочь башкирского народа». Либо какие-то такие угрозы были, там типа «ты больше не заедешь в Башкортостан». Но я на такие угрозы как-то всегда отношусь с усмешкой, как к какому-то... Даже не то, что веселье, да, как подводные камни, грубо говоря. Но не без этого должно быть. Кстати, в этом направлении не было противоречий с тем же Русланом? Или я шире скажу, были ли те люди, с кем изначально по этому вопросу были жесткие разногласия, но постепенно в процессе диалога пришли к чему-то общему? Вы правы, вы абсолютно правы. Вначале мы очень сильно спорили, конфликтовали, много-много вот переписывались, голосовые злые сообщения друг другу отправляли. Поэтому я не могу сказать, что это пришло как-то очень плавно или сразу. Нет. Приходилось разговаривать, приходилось объяснять, что опять-таки вот правонарушением, если мы нарушаем эти права, эту группу, права этой группы, значит, мы следующие будем согласны нарушать другие права другой группы. Поэтому, я теперь уже хочу сказать, что я рада, что все это позади, по крайней мере, сейчас. Мы договорились, что мы больше не будем ввязываться в эту тему и спорить, будем спорить или там, как называется, будем решать проблемы по мере поступаемости, грубо говоря. А почему тогда пропаганда эту тему поднимает откуда-то и вновь пишет, что вот вы тут, дескать, значит, ЛГБТ-повестка и так далее, и так далее? Они, мне кажется, думают, что они мне делают больно. Ага. Они же пытаются... Я смотрю на их, грубо говоря, понос, да, который словесный понос по отношению ко мне. Там они недавно нападали на моего ребенка, в том числе попалась и Руслану Габасову, и Шмурату Хазрату, да, там заодно каток проехался, по ним было очень обидно. Но они пытаются, они думают, наверное, что они мне плохо делают, но на самом деле нет. На самом деле они мне плохо не делают, но, может быть, это они даже лучше делают, что они сами пропагандируют ЛГБТ-сообщество. Угу. Да, тему упоминают даже тогда, когда вы об этом помалкиваете. Да. Ой, про сторонников, скажем так, вы упомянули, что люди пишут, в том числе в личку. Чувствуете ли вы, что количество тех, кто сочувствует, кто разделяет идеи, становится больше? Или этот костяк, он сформировался и он стабилен? Многие молодые люди пишут, мне вот это нравится. Молодые люди, которые смогли выехать после начала войны, они пишут, поддерживают, они переводят деньги. Когда я собирала деньги вот для баймакских наших сидельцев, стараются помогать, стараются словами поддерживать, поддерживают даже мои видео, вот, что мне очень радует. А если молодежь так думает, значит, это будущее, потому что я уверена, что многие мои, например, одноклассники также поддерживают идею. Может быть, они просто не говорят, они боятся, может быть, но если у них в душе эта идея за независимость есть, как только возникнет ситуация, когда можно будет зацвести этой идеей, да, значит, они будут готовы. Пока они боятся и ждут, как ждуны.
Я насчет одноклассников, там, друзей, все прекрасно тоже понимаю, тут даже дополнительно спрашивать не буду. Но вот есть политик Айрат Дильмухаметов, который отбывает длительный срок и не в первый раз. Наверняка вы как минимум знаете о нем, а может быть даже больше. Как-то не приходилось пересекаться, общаться? Нет, я на самом деле лично не знакома, но знаю про его борьбу, про его путь. Мгм. Ну вот, смотрите, его путь сейчас, конечно же, говорить достоверно мы не можем, потому что он в заключении и в очень сложных условиях содержания, но относительно недавно, несколько месяцев назад, был опубликован текст его авторства. Я участвовал, скажем так, в передаче этого текста на волю, и он пишет программные вещи в нем, в этом тексте, и эти программные вещи связаны с федерализацией, с переустройством страны, то есть с чем угодно, но только не с таким радикальным вариантом независимости, о котором говорите вы. В этой связи вопрос, как вы относитесь вот к такой позиции политика, действительно в этом смысле много очень сделавшего для башкирской идентичности, для сохранения вот этой вот идеи, для популяризации этой идеи. Он все-таки считает, что не все потеряно. По крайней мере, он об этом говорит. То есть он говорит, что мы можем попытаться сделать, если переучредить федерацию снизу, как вариант. Простите, я уточнить хочу. Это письмо было уже после начала войны или до Да, начала? вот это же 24-й год, конечно, конечно. Именно, тут важно. То есть, возможно, я заранее вам не давал, если не читали детали, как говорится, сложно будет комментировать сознанием дела. Да. Но я говорю вот как есть, в сухом остатке. Но я предполагаю, все-таки человек сидит в тюрьме, и у него недостаточно информации. Мне кажется, если он выйдет уже на волю, у него может кардинально измениться его мнение. Насколько уже сейчас политика, жизнь, все изменилось. Я уверена, что он поменяет свою политику, свое мышление насчет дефедерализации. Ну, я согласен. 19-й год, когда его посадили, и 22-й и дальше, это совершенно разные миры буквально. В 19-м году он ходил на эфиры ко мне на «Эхо Москвы» в Уфе и прямо говорил все, что думает. Это, в общем-то, если не свобода слова, то, ну, по крайней мере, какие-то проблески еще были. Я слышал такую точку зрения. Действительно сложно вступать в дискуссию, заочную дискуссию с человеком, который в заключении, который действительно может не владеть всей информацией, плюс может быть ограничен в свободе выражения мыслей, даже если эти мысли он как-то и камуфлирует в своих текстах. В любом случае, действительно это может быть. Согласен. Кстати, наш зритель Азат пишет, переписывался с Айратом Дильмухаметовым, он намекал, что он не может сказать, что реально думает, пишет нам Азат. Ну вот, определенные нотки таких мыслей я тоже от него получал. Так, в чате, кстати, много слов поддержки по поводу вашей деятельности, и вот в частности по поводу ЛГБТ тоже полное сочувствие и понимание. Скажите, Айгуль, а насколько идеи, которые вы транслируете, откликаются у других народов? Насколько я понимаю, есть определенное взаимодействие с активистами, выходцами из других республик, в частности, Северного Кавказа, Татарстана того же. Вот насколько на этом фоне башкирское нацдвижение за рубежом выделяется или не выделяется? Как все примерно одинаково себя чувствуют? Или, может быть, активнее? Вот как вы это изнутри видите? Со стороны хотелось бы посмотреть. Вы, наверное, знаете, наш комитет, и я в том числе, мы состоим в Лиге свободных наций. И там у нас, я совру, сколько там у нас народов 13-14, если я не ошибаюсь. И приходится видеть, как работают другие национальные движения, как работаем мы. Я могу с гордостью сказать, что башкирское национальное движение очень сильное. И в отличие, может быть, от некоторых национальных движений или, скорее всего, от некоторых народов,
наше национальное движение единое, мы не раздроблены. Вот Мгм. это наша, может быть, важная сторона, сильная сторона, что мы единые, что мы считаем, что Руслан Габасов — это наш лидер. И это даже не то, что слово подчинение, да, но я считаю, что, например, если он лидер, он должен лидерствовать, его слово закон. Но если вы знаете лично Руслана, Руслан очень демократичный человек, он не позволяет себе как бы быть диктатором. Мы как раз-таки общаемся, принимаем единое решение, которое всех Мгм. удовлетворяет. Может быть, частично некоторых, но тем не менее мы согласны с этим. Поэтому вот это наша сильная сторона, что мы единая, одна команда. И у нас нету раздробления, как, например, в некоторых народах. Ну, не секрет. Например, у чеченского народа, да, и чекирийцев, у них очень сильное раздробление идет. Разные. Ну, было бы хорошо тоже, кстати, с одной стороны, потому что смотришь на бурят. Я же для себя недавно открыла, когда я вступила в лигу, я для себя открыла бурят. Это очень такие умные, горячие ребята, очень деятельные. И очень вот обрадовалась, что лично познакомилась с некоторыми. Последняя встреча с Мариной Ханкалаевой и с движением Тузгар была организована вот встреча с Марианой Кацаровой в Нью-Йорке в ООН. Поэтому вот они тоже, их много, но они все за одну единую идею, да, все за независимость Бурятии, Бурят-Монголии. Поэтому, с одной стороны, это тоже хорошо, они не враждуют между собой, они сотрудничают друг с другом. Было бы хорошо, если бы среди башкир тоже возникли люди, которые тоже за независимость. Ну, например, чем-то не устраиваем мы. Это Мгм. были бы новые голоса, новые идеи, новые мнения. Знаете, а как же вот вы говорите сейчас вроде бы логичные вещи, что есть единение, но, скорее всего, это единение, оно ведь только среди тех, кто за границей. Если взять башнацдвижение как более широкое понятие, то оно состоит в том числе и из тех активистов, кто сейчас продолжают жить и оставаться в Башкортостане. Многие из них были членами той же организации «Башкорт», в которой состоял и был руководителем Руслан. После ликвидации и запрета этой организации они остались жить и работать в республике. И вот сейчас, пусть не все публично, но некоторые ведь не согласны, некоторые критикуют. А некоторые, кто рядом стоял бок о бок на Куштау, например, и вовсе вступают в прям-таки жесткую полемику, обвиняя Руслана, в частности, и вообще башнацдвижение за рубежом в том, что те провоцируют, подставляют, заставляют идти на риск жителей республики, молодых парней, что виноваты, в конце концов, в баймакском деле, что вот не оценили риски, призвали, дескать, молодежь туда выйти. И вот теперь бедные ребята, что правда, кстати, они действительно несчастные ребята, оказались за решеткой. Ну, как вот с этим совсем быть? Руслан, знаете, я бы не хотела влезать в отношения организации «Башкорт» и Руслана Габасова, потому что я уехала из Уфы довольно-таки давно, и можно сказать, что я никогда не участвовала в национальных движениях в Башкортостане. Да-да, я сейчас, знаете, и шире, не надо башкорт, Да-да-да-да. конечно, а вот Поэтому просто я есть не другие хочу люди. об этом говорить, но насчет того, что они начинают нас очернять, пытаясь обелять себя, да, это, мне кажется, либо их заставляют говорить так, чтобы дискредитировать Руслана Габасова и комитет Башнацдвижения за рубежом, либо они вот бывает, что человек ошибается, они так вот решили. Человеку хочется найти виноватых. В этом деле как раз-таки виднеется, что мы виноваты, может быть, им так кажется, потому что Куштау тот же, мы все вышли в Лос-Анджелесе, там не было разделения
башкиры или татары, там были все, башкиры были, татары были, русские были, кто отозвался против разработки Куштау, да, и мы довольно во время карантина же это еще, нам нельзя было никуда там собираться в масках, все вышли, все сделали, поэтому я не могу сказать, что мы там подожгли вот эту идею, да, борьбы против соды. Нет, это народ решил сам так, тамошние люди, ну там же еще Габасов сам был. В итоге, да, он выехал, потому что так с белыми нитками сшить уголовное дело и просто сидеть, ждать, как бы я не уважала Алсынова, да, вот тоже понимаю, что он вот просто тупо остался сесть. И посадили его. Теперь Руслана пытаются Габасова обвинять в том, что он выехал из страны в такой момент. От этого кому было бы легче? Если У нас он было бы сейчас национальное движение, если бы Руслан сидел тоже. У нас не было бы этого движения, я считаю. Руслан на свободе намного больше делает. И Фаиль Алсынов тоже сделал бы больше на свободе, чем в тюрьме. Да. А вот если шире. Сейчас мы говорили про узкий, скажем так, пласт людей, разделяющих в целом националистические взгляды, скажем так, важность сохранения народа, его идентичности, культуры. Но если взять население республики более широкими штрихами и мазками, то, сами понимаете, люди очень разные. Большей частью люди равнодушные, которым главное выжить сейчас, прокормить семью. Люди готовы зачастую подписывать контракты с Министерством обороны, чтобы выйти из долговой кабалы. И таких мы видим много. Башкортостан лидирует по количеству контрактников и по количеству покойников. Вот как со всем этим быть? Предположим, возникнет возможность, или, как модно говорить, окно возможностей. С кем работать, с кем взаимодействовать, как продвигать идеи. Люди же действительно выросли, воспитаны, пропитаны вот этой вот москвоцентричной пропагандой. Для них есть святое, там, это Москва, это Родина, мы всегда были заодно, наши воины там с Наполеоном еще боролись. Ну, вот эти все пропагандистские штампы, они глубоко в людях сидят. Как с этим совсем быть? Говорить и объяснять, что на самом деле, мне кажется, вы не совсем правы, когда говорите, что народ, он закрыт. Он действительно закрыт, да, но он закрыт под защитной ракушкой, скажем. Не могу сказать, что народ равнодушен. Нет, народ беспокоится, он беспокоится за своих детей, за свою дальнейшую судьбу все-таки, за родителей беспокоится. Поэтому они как бы не выпячивают, например, как я, да, там, или как некоторые, так скажем, но просто закрыты в данное время. Придет час X, мне кажется, они как раз-таки будут готовы. Я не хочу терять надежду насчет этого. Я вторую часть вашего вопроса как-то упустила. Нет, это все был один вопрос, на самом деле. В общем, ответ устраивает. И сразу к следующему вопросу, который так или иначе в чате вот люди поднимают. Я процитирую даже. А как Айгуль относится к этническим конфликтам в Башкортостане? Например, с армянской диаспорой, пишет Искандер. И я тут действительно соглашусь с этим вопросом. Вот сейчас уже на данном этапе действительно очень много претензий по этническим признакам озвучивается друг к другу. В частности, к армянам, которые, дескать, через жену буквально Радия Хабирова там все буквально захватили, и дальше только хуже будет. Вот как вам эта вся история видится со стороны? Я, кстати, мало знаю о конфликте с армянами, потому что не очень интересовалась, но я понимаю, почему такие конфликты возникают. Потому что сегодняшняя московская политика как раз-таки такая, что надо гнать на мигрантов, да? Армяне кто такие? Они мигранты.
Поэтому я легко могу понять, почему такая ситуация в данное время в Уфе. Может быть, в отличие от Москвы, у нас как-то мы полегче смотрим на узбеков, на кыргызов, на казахов, да, кто оттуда приехал из Центральной Азии. У нас поэтому, может быть, на них как-то не такой взгляд, не как на армян. А армяне для нас чужие считаются. Например, в Москве к армянам же полегче относятся, чем к мигрантам из Центральной Азии. Поэтому как-то меняется. Мы не можем говорить, что это сугубо башкирский и армянский конфликт. Нет, это основной конфликт, который подается из Москвы как продукт изначальный, и потребитель дает свою реакцию против армян. Я вижу только в этом. Правильно ли я понимаю? То есть это принцип «разделяй и властвуй», который транслирует Москва, чтобы условные башкиры во всех своих бедах винили кого угодно, но только не центр. Да? То есть находили козлов отпущения. О, армяне во всем виноваты, условно. На месте армян могли быть кто угодно. Так? Ну, конечно. Я о том, что вы правильно заметили. Я именно вот это имею в виду, что указка из Москвы идет, что во всех бедах виноваты мигранты. Вы действительно правы, если сегодня это не армяне, были бы другие народы, там, которые в данное время мигранты, которые живут в Уфе или в других городах. Были бы, может быть, вьетнамцы, как в 90-е годы в Ишимбае, да? Но тогда такой политики не было. В те годы. А сейчас именно такая политика, и когда недавно в Москве как показушно избили кыргызов, да? И слили это в сеть, это, конечно, да. Это же не просто так показывается. Это показывается, чтобы вот смотрите, как можем и как нужно. Да. Я вижу в этом проблему, проблему именно в этом, что Москва тебе дает еду, ты потребляешь и дальше уже показываешь свое мнение. А как быть с тем нарративом, скажем так, который заключается в следующем? Да, кто-то скажет, и я часто слышу такого рода разговоры, вы правы, есть проблемы там, с языками, с сохранением идентичности, с неким великодержавным шовинизмом даже есть. Иногда там квартиры в Москве не сдают не славянам. Все это есть, и может быть больше даже проблем есть. Но мы же привыкли с этим жить, и более-менее все устаканилось. Вот сейчас, если ящик Пандоры открыть, как вы предлагаете, они скажут, да, тогда будет вообще ужас. Все друг друга, будут убивать, резать, этнические чистки, война бесконечная. Все в итоге друг друга переубивают, и никто не останется. Ради чего ваши все эти изменения? Давайте лучше с этим худым миром жить, как говорится. И знаете, в этих рассуждениях какая-то степень логики вроде бы присутствует или нет? Я не знаю. Как вы считаете? Это же сложный вопрос. Я согласен, что на него ответа простого нет. Сложно. Я тоже не могу на него просто ответить. Я же сам участвую в подобного рода дискуссиях. И я этот вопрос транслирую. Потому что я же не могу тоже сказать, а как чувствуете, может быть? Надо же как-то прогнозировать. Действительно, безответственно же поступать вроде бы нельзя. Вроде бы надо риски какие-то все-таки сопоставлять. Я вообще уверена, что искать логику там, где отсутствует логика, вообще бесполезное дело. И часто я думаю, что то, что творится в России в данное время, там отсутствует логика. Это так. Как и у нас теперь в стране здесь. Да. Точнее, в правительстве. Если высказывание американского президента взять, то да, очень любопытно. Кстати, Калифорния-то голосует всегда демократически, да, не республиканским образом, там все понятно. Хотя Арнольд Шварценеггер, кажется, республиканскую партию представлял. Здесь довольно сильная республиканская партия тоже в Калифорнии, просто они не набирают большинство голосов в всеобщих выборах. А то, что он стал губернатором, да. Но у нас же тоже Рейган был губернатором здесь.
Кстати, да, точно. Поэтому они могут выиграть такие малые выборы, но они просто в Сенат и в Конгресс, они не могут Так избираться сложилось. отсюда большинством. Ну ладно, вернемся все-таки к нам. Еще осталась вот такая тема. Среди критически настроенных жителей Башкортостана есть еще одна, на мой взгляд, совершенно неожиданная и ненужная дискуссия. Это на тему того, кто все-таки виноват, кого следует критиковать, кого следует менять. Даже в том же Баймаке, если вспомним 15 января, первый день, да, там с чем люди собрались? Они записали видеообращение к Путину во главе с Ильдаром Юмагуловым с просьбой, значит, Путина разобраться и навести порядок. То есть отправить в отставку плохого губернатора Радия Хабирова, назначить, видимо, хорошего губернатора, который будет уважать свой народ, там, не будет сажать Фаиля Алсынова и не будет, видимо, отдавать под разработку полезные ископаемые. И до сих пор ведь есть люди, кто действительно считают, что Хабиров – это исчадие ада, его нужно заменить, и тогда все будет хорошо. Ну вот возьмем племянницу первого президента Муртазы Рахимова, Рауфу Рахимову. Ее уже и справа бьют, и слева бьют, значит, штрафуют за дискредитацию армии, за дискредитацию власти. Она продолжает говорить, что во всем виноват Хабиров, а Москва хорошая. Как вам вот эта вот история? Не только с Рахимовой и Рауфой, вы понимаете, да, я шире говорю. Да, я смотрю, наблюдаю за Рауфой Рахимовой. К сожалению, к этой очень красивой, умной женщине допускается такая грязь по отношению к ней, к ее работе. Не могу. Я не люблю несправедливость. Угу. То, что она говорит, или в этом случае можно любого человека взять, кто говорит по справедливости, про справедливость, кто говорит правду, он не должен быть заткнут. Люди должны слушать и должны измерять вот это, где ложь, где правда. Нам не дают вот эту возможность, которую можно было сравнить, например, послушайте этого и эту, и того, и другого. Но считаю, конечно, ошибкой, что госпожа Рахимова считает, что Москва хорошая, а Уфа плохая. Уфа, да, официально власть в Уфе плохая. Нет, это примерно так же, когда в разговорах там, что после Путина в России, я говорю, но если без поражения на войне, без революции, ну, ничего не изменится. Путин уйдет, придет другой Путин. Путин 2.0. И ничего не изменится. Поэтому в этом случае также в Уфе, если власть поменяется, уберут Хабирова, уедет он за рубеж, у него там есть наверняка какие-то возможности. Поставят сына, внука Мустая Карима, да? Например. Ничего не поменяется. Ничего не поменяется. Даже если поставят сугубо нашего, который вырос в Уфе, да, в политике в Уфе, того же Бадранова, скажем, грубо говоря. Гимназии имени Рами Гарипова. Да. А что изменится? Ничего не изменится. Пока не распадется Россия, пока не обретем независимость Республики Башкортостан, для нас ничего не изменится. Также будут грабить нашу природу, убивать нашу природу, убивать наших мужчин, наших детей. Поэтому я не вижу другого выхода, кроме как отделения и получения независимости. А как быть? Мы же прекрасно понимаем, что та же Рауфа Рахимова, что она может сейчас? Разве она может такие вещи транслировать? Это же все. Это буквально даже рта раскрыть не успеешь. Если ты находишься внутри, то все. Соответственно, делать что-то надо. И вот она выбирает такой путь. Выбирает путь критиковать региональную власть, но при этом не трогать федеральную. Я не знаю, попробовать себя поставить на ее место. Давайте попробуем так, что ли. Как можно поступить? Может быть, стоит вообще уйти в тень, да, чтобы глупости не совершать пока нет возможности быть искренним.
Я, например, хорошего выхода для тех, кто находится внутри и хочет что-то менять, вообще не вижу. Не могу ничего придумать. А чем заниматься, вот находясь внутри, и при этом не вляпаться в грязь и делать что-то более или менее нормальное. Вообще непонятно. Я прекрасно понимаю ваше непонимание, грубо говоря. Я тоже так же думаю. Я тоже так же думаю, что они могут сказать, что они могут делать. Они ничего не могут. Поэтому мы должны делать. Поэтому Мгм. я должна говорить в том числе. Как бы быть рупором за независимость, что мы колонизованный народ, что мы как колония, нас убивают, нас грабят, нас за человека не считают. Мы должны думать о себе, о будущем, а не продолжать быть мясом, да, или там сейчас становится этот фильм популярным заново, «Матрица», не быть ресурсом вот всеобщей вот этой всеобщем мире, да, не быть ресурсом для электроэнергии или другой энергии, пытаться как-то выживать и сбивать масло лапками, а не втихую там быть сваренным. Мгм. Насчет «Матрицы», да, очень верно вы отметили. Кстати говоря, фильм становится куда более актуальным, чем тогда, когда он вышел. Да, Знаете, вот есть аргумент у противников ваших идей, что почему вы говорите, скажут они. Ну вот есть у нас независимые государства Центральной Азии, где-то чуть более-менее, но вот есть Туркменистан, например, да, где такой людоедский, авторитарный, диктаторский режим, что никому не позавидуешь. Тут мы живем, да, не без проблем, но все-таки у нас относительно типа цивилизованная страна, у нас прекрасно с деньгами все, скажут жители Уфы, там, которые по вечерам ходят по ресторанам и пьют свой там, малиновый раф, или как он там называется. В общем, есть же такая позиция. Ездим за границу, да, не без труда, там, с картами банковскими сложности, но ездим, деньги у кого есть, а они есть у многих, поэтому зачем нам это все? Мы не хотим в Туркменистан, скажут жители Башкортостана. Многие. Вот как с этим быть? но есть же Казахстан, есть Есть. Кыргызстан, есть даже Узбекистан. Не все, не все Туркменистан и не все Таджикистан. Вот, а когда мы начинаем говорить о том, что вот смотрите, там Центральную Азию и там диктаторы, терроперы, мы Мгм. не должны забывать о том, что они все-таки остаются, даже будучи независимыми, они остаются под колпаком России. Мгм. Мгм. Единственная республика Центральной Азии — это Кыргызстан. Поменяли они в течение скольких лет там 5-6 президентов, которых не нравились, да, не нравились — снесли, не нравились — снесли. Но остальные... это же еще было в то время, когда американские войска стояли на военной базе около Бишкека. Да, Поэтому, в остальных республиках такого не было. Остальные республики все были под колпаком России. А потом в итоге пришли люди к власти в Кыргызстане и потихонечку выкинули американские войска и превратились опять-таки в колонию России. Мгм. Мы не можем говорить, что они получили полную независимость. Нет, они были в СНГ. А СНГ предполагалось, что это продолжение Советского Союза. Им не дали просто. России было выгодно держать этих диктаторов-президентов, не менять их, чтобы они не менялись, как Мгм. и правительство в Москве. Мгм. Ну да, а на Западе есть Беларусь, в конце концов, аналогичный Да, пример. да. А вот Украина или Балтийские республики, они же смогли избавиться от русского гнета, скажем, да? Мгм. Мгм. Ой, Поэтому вижу, опять же, слова поддержки и некоторые вопросы из чата. Но знаете, мы на сегодня будем заканчивать, практически час уже скоро будет, как мы говорим. Я думаю, что для начала, для затравки мы сделали очень многое. Вот. И большое вам спасибо, Айгуль, что в поздний час, во-первых, смогли с нами пообщаться.
Вот, желаем вам, как говорится, спокойной ночи. Вот, и ждем на новых встречах. Я думаю, нам будет еще о чем поговорить в качестве продолжения. Друзья, вы, пожалуйста, не забудьте лайки, не забудьте комментарии. Я думаю, что и нашей гости будет интересно почитать, посмотреть, что пишет наша аудитория по поводу услышанного сегодня. Ну и всем пока. До свидания.